решили посмотреть. В конце первой декады мая, когда кругом снег и лед, как выглядит наша природа сверху. Ну, взлетел между деревьями. Так, ну вначале избушку. Снега еще навалом. 100 метров. Все равно кругом снег. Открывай горизонт до Сочи, там точно нет снега. Ну, в Сосновом Бору в основном снег. Пойма ручья в воде, а кругом снег. Болото практически без снега. О, болото без снега. Болото высыхать начало. Постоянно морозы, конечно, вода высыхает. О, 18 спутников наверху насчитал. А тут 9. Избушка, что ли, влияет? Вася разгляди. 486 метров. Лес мелкий, а снега все равно дофига. Ну, слегка крутанемся. Ух ты, река вышла. А наши лодки я увижу. Так, возврат домой. А, увидел. О, надо мной. Ой, так и ради пули поднял. Полюбовались и хватит. Прошел еще один день, полночь. Еще не белые ночи, но уже небеса, что не светлые, сильно заметно. В морозные дни, сегодня ночью было -6, как стало светать, сразу резко потеплело. Сейчас вообще теплынь, -1,5. Поэтому утки херные, то ли улетели, то ли на север, то ли на юг. Короче, их практически нету. Так как весновка приближается к завершению, надо переходить на рыбу. Вон, на реке утки есть, это я грамм не сомневаюсь. Все озера замерзшие, лед от края до края, болото, вода уже упала. Куда утки деваться? Только по реке. Решил сегодня рискнуть на старых лыжах. Они, конечно, уже прилично подизносились. Еще такая пара была, она у меня сломалась пару лет назад. Выдержит ли? Хрен его знает. Ну, не выдержит, придется помучиться. Но они просто легче. Я последние лыжи просто толще сделал, чисто из-за того, что это ломались у меня в трусах, 110. Сейчас мы, там один участок есть, залитого болота, где еще вода есть, туда 2 сетки кинем. А вода по воде падает, будь здоров. Наша утонувшая лодка практически на сушу вылезла. Лед в воздухе. Повис. Достаточно четко видно. Вот сначала вода замерзла, стала опускаться, потом лед рухнул. Новый лед нарос, и он, собственно говоря, в воздухе повис. Вода продолжает падать, и поэтому лед бабах, 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 бабах падает следом за водой. И шум издает в лесу, как будто стадо лосей бегает. Из-за льда в лесу многослойный сэндвич получился. И здесь уже в воздухе повис. Но мороз свои узоры продолжает бацать. Узоры мороза. Многослойность льда подтверждается. Ну что, Тузецкий, твоя задача избушку охранять. Предупреждать, если кто-то нехороший приблизится. Вот так, только погромче. Да, вид, конечно, ой-ой-ой. Ладно, Господи, благослови. Дойти нам. А то достаточно далеко топать-то. Да-то легкие. Плюс снег весь промерз до дна, до земли. Нифига себе шуточки. Тузик, ты чё, сгрыз, отгрыз? Ничего себе. Тузик, нифига у тебя клыки, как у саблезубого тигра. Ну-ну.
Жди встречи со своим хозяином. Тут не очень хорошее место, поэтому если на что-нибудь напоримся или на нас наскочит, извиняй, я тебя первого-то пасть толкну, чтобы он на тебя отвлекся, пока я ружье успел перезарядить. Вообще-то, когда такой сильный ветер, это к изменению погоды. Интересно, в какую сторону? Явно худшую. Это, пожалуй, 30 сантиметров уже лед упал. Вода упала. Ну и лед повис в воздухе. На себе ледок. Ни хрена. Сантиметра 2,5. Ну, за ночь приличный лед, приличный, что тут сказать. Минус 6 градусов. Ухры-мухры. На открытой местности приличный ветер. Комфортно ставить сетку не придется. Ветер, ветер, ты могуч. Разгоняешь кучу туч. Но мне это не вреди. Сдувает откровенно. Чтобы выжить такой ветер, в смысле, чтобы не продуло, немножко утеплимся. Но эта шапка продувается первый сорт, вязаная. Лучше такую. О, отличное изобретение у коми-охотников лоз. И тепло дает, до кучи ветру не дает продувать. И ходить, работать, пары выходят. То бишь не дает сильно потеть. Ну, где-то так. Сразу и веселее, теплее жить стало. Ветер, давай, сильно не мешай нам. Ну, предположим, что отсюда пойдет сетка. Погода не ахти. Все время северный ветер дул. И все время мороз. Максимально до минус 8. Ну ладно. Снег в лесу таять, в принципе, сильно не хочет. Вода падает. Так и лето кончится, блин. Ну, лето может и не кончится, а весна точно кончится. Значит, нам надо туда. А то порвут за милую душу все. Слегка притопим. Вдруг тут будут проплывать. Ну, от берега 2 метра. Поехали кататься. Ветер помогать стал. Пока. Ой-ой, не туда нам, не надо. Жаркая установка сетей. Ну, как-то так. Такой ветер кони сдувает, мама мия. Такие ни хрена себе волны. Хорошо, добавил одежды. Тут продуло бы насколько. Ну, лесорубы, бобры повалили синку себе на обед. И точно на место, где вытеть не дает. Ну, что сделать? Ничего. Такую дуру. Куда я могу двинуться? Еще утепляемся, типа перчаток. Подумаешь, намокнут, у меня запасные есть. Ну, одна сетка так одна, что сделаешь? Надеюсь, пару штук на уху попадет. А то у меня вино еще осталось. Виноградное. Да. Уток нету. Для природы в этом году хрен Новый год. Уткам садиться на гнезда, в принципе, надо. Куда? Кругом снег и лед. Рыбам не лечиться надо. Половодье поднялось, вроде чуть-чуть залило, но ледяная вода, блин, лед везде. Вон. Лед везде. Морозы. Для нереста рыбы надо достаточная температура воды. Ее, по-моему, не было. Я так что-то высматривал. Так что с рыбами этого поколения не богато будет. Лед рушится. Период созревания икры у рыб, она же не может продолжаться бесконечно долго.
Так, Тузик, что, ждешь меня? Ну, хорошо. А что цвет-то поменял? Я уж подумал, волчара, что ли, стоит? Если б зад твой не увидел белый хвост, мать моя, ты можешь таки не выжить в лесу, в тайге. Задница белая осталась. Где ты копался? И что тут делал? Цвет поменял. Неужто бобриную нору хотел откопать? Тут их навалом, блин. Но когда я увидел вот эту переднюю коричневую часть, я говорю, волк или медведь, блин? Камерой посмотрел, Тузик. А так цвет, мать моя, Тузик. Что делал? Хулиган. Помешал мне закончить мысль. Половодье упадет, она падает и падает, будь здоровым, 30 сантиметров упала. Она так уже не особо большая. Упадет, где там нереститься потом, тепло будет, где нереститься рыбе-то? Нерестилища как таковых не будет. Куда ни кинь, везде какой-то клин получается. Ну что, Тузик, понял, что такое счастье в жизни в тайге? Я-то увидел там коряга, кочка, и такая морда стоит и неподвижно меня сверлит глазами, блин, коричнево. Что мне было думать? Первая мысль, конечно, медведь. Потом думаю, что-то уши у него на собаку похоже. Говорю, волк, что ли, такого цвета? Коричневого. Но было очень похоже, очень. Ну, счастливый. Хорошо иметь белую задницу. В этом отношении, можно сказать, тебе повезло. Да. Ну, живой остался. Повезло. Так, а сам ветер идет с ногами. Это Тузик надо знать, блин. Надо знать, под кого маскироваться-то. А то здоровье, не дай бог, жизнь можно потерять. Тайга тут.